Сейчас переходим конкретно, то есть вот наши школы, вот, пожалуйста, не думайте, что у вас будут экзамены. Экзамен не будет. Мы будем проводить мастер-класс через школу обучения. Это мастер-класс как? Ты на ты. То есть ответ, вопросы, вопросы, ответы. Потому что очень многие еще люди есть у нас среди нас, очень большие опытные люди, вот как и во главе Суворовых, фамилии Нижегородский кооператив «Гигант». Поэтому им-то это легче будет доходить. А вот которые уже пришли новые, ничего не понятно. Вот поэтому мы школу создали для того, чтобы охватить всю страну, всю территорию СССР. Задача поставлена перед Рафиком Мишкиняем. Завтра у него, по-моему, будет совещание. Он и тоже он даст команду, думаю, задание всех включить тоже в нашу школу кооперативов. Мы не будем говорить очень много по теории. Теория, понятно, уже надоела людям-то. Сейчас мы будем говорить именно из практики, через мастер-класс, ты на ты. Это все понимают. Тут не надо стесняться. Поэтому вопросы любые, мелочи не бывает в кооперативном движении. Поэтому мы, что знаем, будем доводить до вас, что не знаем, возьмем под карандаш. И на следующей повестке дня, через неделю, будем включать все вопросы. Для этого у нас в нашем движении имеются очень опытные специалисты. Поэтому я не боялся за эту школу браться, когда есть такие люди, наш актив, и наши такие умные люди среди нас. Поэтому мы школу обучения начали у нас в Татарстане и будем его распространять, еще раз повторяюсь, по везде, по РСФСР и в том числе СНГ. Сейчас давай переходим конкретно по повестке дня. Первый, у нас сказали, первый вопрос на повестке дня стоит о начале истории кооперативного движения в России, потому что мы должны это знать, откуда он начинался. Слово предоставляется представителю Ассоциации фермеров Елабужского района, в том числе зампредседателя Совета министров РСФСР, уважаемому Ренату Рафиковичу Ишкиняеву. Ренат Рафикович, вы здесь, да? Вам слово. Да, я здесь, Манур Меситович. Спасибо огромное. Действительно, эта школа, она нужная. Вот, здесь действительно будут оговариваться самые нужные моменты, вопросы, вот, и так далее, и так далее. Вот, спасибо за то, что я открываю вашу школу. Такую оказали мне честь, доверие. Вот, и я, наверное, потихоньку расскажу, немножко сейчас окунемся в нашу историю, откуда начиналось наше кооперативное движение и ее начало. Значит, потребкооперация как система с момента образования, она не была государственной изначально структурой. Вот, в 1898 году был организован самый первый в стране Союз потребительских обществ. Так вот, продолжу. Учредителями которого стали 18 обществ потребителей из многих городов, такие как крупных многомиллионников, да, такие города, как Москва, Московская губерния, Украина, Урал, Сибирь и Средняя Азия. Во время Первой русской революции, это 1905-1907 годах, развитие потребительской кооперации намного ускорилось. Это объясняется тем, что были завоеваны некоторые демократические свободы, отменены грабительские выкупные платежи с крестьян за землю. Вот. И в стране было вновь создано около 10 тысяч, вы представьте себе, около 10 тысяч потребительских кооперативов. А к началу 1914 года уже функционировало более 10 тысяч кооперативов. Это просто представить невозможно, очень большая цифра. Большинство потребительских обществ возникало в основном среди крестьянства. Но в те времена в члены кооператива также могли вступить и рабочие любого абсолютно предприятия, кроме их руководителей. Независимых потребительских кооперативов также устанавливался умеренный
размер паевого взноса, который можно было вносить с рассрочкой. Это, кстати, тоже очень удобно. После февральской революции с 1917 года в условиях кризиса экономики, разгула, спекуляций и растущей общественной активности масс произошел новый подъем кооперативного движения. Уже к концу года в стране действовало более 35 тысяч потребительских кооперативов. Общее число пайщиков превысило 12 миллионов человек. И их обслуживало где-то в районе 50 тысяч кооперативных лавок, магазинчиков, гастрономов. Имелось более 400 местных союзов потребительских обществ. По традиции того времени, сильную как деньгами, так и кадрами, организацию также решили переименовать во Всероссийскую Центральную Союз потребительских обществ. Вот. Ну или по-другому Центросоюз. Экономическая политика нового советского государства потребовала ужесточения иерархии, и уже в 1918 году Центросоюз был принудительно включен в этот союз. Были включены все союзы потребительской кооперации. А еще через год было закончено формирование структуры кооперативной системы, организованной по территориальному принципу. То есть Центросоюз также превратился в полугосударственное образование. Лишь в 20-е годы была восстановлена паевая система, возвращены вступительные взносы, а органы управления стали вновь выборными. Кооперация внесла значительный вклад в оборону страны во время Великой Отечественной войны, решала многие задачи по снабжению, а также укреплению тыла, помогала фронту финансово, приобретая значительную часть своих средств на свои деньги, то бишь, строила танки, самолеты, пушки и так далее, а также передала армии большую часть своего автомобильного транспорта. То есть кооперация помогала, как могла, в Великой Отечественной войне. И это очень важно. После войны кооперация поддерживала также государственную торговлю. Было открыто более 10 тысяч магазинов, обеспечивающих продовольствием удаленные города и поселки. Поскольку экономика была плановой, вот это важно, очень важно, надо всем запомнить этот момент. Поскольку экономика была плановой, сколько закупить, куда отправить и так далее, у такого подхода был очевидный плюс, выражавшийся конкретно в стабильном сбыте продукции. К началу перестройки кооперация обеспечивала до 30% товарооборота во всем СССР, а на селе все 80%. Вы представьте цифру, почти 80% на селе составляла кооперация. Сеть кооперации к концу 80-х годов прошлого века насчитывала почти 400 тысяч розничных торговых предприятий и более 100 тысяч предприятий общественного питания, на которых трудилось более 5 миллионов работников. Вся эта впечатляющая материальная база в процессе хаотичного перехода страны от командной экономики, то есть когда работала команда экономики к рыночной, понесла огромные потери. Было все продано, разграблено, уничтожена куча ферм и разорено огромное количество объектов. Число пайщиков также сократилось втрое. Кроме того, огромный опыт в конкуренции в рыночных условиях, конечно, был утерян в связи с этими событиями. И исходя из этой истории, дорогие друзья, товарищи, исходя из всего этого, нужно полагать и понимать, что кооперация, она государству приносила только огромный плюс.
объединившись в одно единое целое, саккумулировав вот все свои саккумулировав все свои силы, вот, государство тем самым было в передовых, я еще раз подчеркиваю, было самой передовой державой, страной, где каждый человек мог спокойно работать, зарабатывая себе на хлеб, на жизнь, и не думать о послезавтрашнем или о каком-то там дне. То есть практически была, можно сказать, стабильная экономика, а даже еще и впереди всего мира. Вот. Также кооперация была очень сильно развита послевоенные годы, именно когда была разруха. Вот вы же помните, наверное, дорогие товарищи, когда наши города, многомиллионники, села были разрушены практически до основания. И за каких-то там 10-15 лет государство, которое было ни с чем и которого звали никак, встало вот из этих руин, из колен и вырвалось в передовые, вот именно в передовые ряды экономик всего мира. Это говорит о чем? То, что кооперация и есть свое продолжение, оно обязательно будет. Благо, что у нас такие прекрасные, опытные есть люди, сельчане, которые всю жизнь жили на поле, на земле. Вот. И пора уже приступать к делу. Я думаю, что все вместе, объединившись, мы достигнем, товарищи, своей цели. Вот. Спасибо вам огромное. Я свой доклад, Манур Мирсаитович, закончил. Слово передам нашей уважаемой коллеге Мустафиной Фейрузе Васимовне. Пожалуйста, минут 15. Здравствуйте. Пожалуйста, вам слово. Я попытаюсь уложиться минут за 10, потому что важнее про кооперацию говорить. Но тема политики – это очень обширная. Я коснусь только краем. Некоторые моменты. Это у нас, что сегодня творится, да, вот у нас сегодня творится какое-то безумие с этими уколами и так далее, QR-кодами. Это не укладывается в голове ни у кого, почему нас заставляют. Человек волен выбирать, мы от Бога, Божье творение. Каждый человек выбирать должен, как сохранить здоровье уколом, без укола, натуральными способами, народными способами. Но видите ли, вот такая ситуация. Из этой ситуации, мне кажется, в Российской Федерации никогда выхода не будет. Что-то изменится, власть изменится и так далее. Ничего этого не произойдет. Мы это наблюдаем уже 30 лет. Изменений к лучшую сторону мы не видим. Поэтому мы, взяв ответственность, долго, медленно, упорно идем в направлении освобождения. Потому что нам никто эту свободу не даст, нам надо эту свободу брать. Для этого у нас есть инструмент. Благо, инструмент появился. Это у нас своя, значит, финансовая система, банковская система будет. Вот с помощью этого инструмента мы будем как бы вершать свои дела по освобождению от этой кабалы. Паразиты будут отваливаться от нас. Конечно же, мы будем это привязывать к кооперации. Почему? Вот сперва выступление Рената Рафиковича, да, вот я сейчас связываю именно политику с экономикой, да. Вот смотрите, что творится сейчас у нас вокруг наших границ. Я буду брать РСФСР, Россия, да, так будем называть, буквально прям атакуют наши границы, хотят развязать войну. Со стороны Запада, это Украина, это со стороны Китая и, не Китая, извиняюсь, со стороны Японии и Афганистана, и вот это азиатские наши союзные республики хотят через них уже провоцировать войну.
И вот таким образом хотят уничтожить нас и завоевать наши земли, ресурсы, и мы лишние. Вот Запад, Америка, Соединенные Штаты, лакомый кусочек, наша территория для них. Но наш народ уже пробуждается, пробудился, можно сказать. Несомненно, победа будет за нами. Поэтому наша задача теперь самим вникнуть в суть кооперации, да, на переходный период это очень даже необходимо. Потому что у нас еще нет таких огромных средств. Банковская система, банк еще не означает, что у нас там квадриллионы лежат. Квадриллионы у нас есть, но они не в нашем банке лежат, они лежат в заграничных банках. 1200 банков, где наши эти богатства, это золото, алмазы, бриллианты, перекочевали в другие банки. Это произошло, происходило, вернее, и до сих пор продолжается. После смерти Сталина потихоньку, незаметно уже начали как бы перекидывать туда наше золото и так далее. Тогда это маленькими этими партиями, да, как-то уходило через самолеты, как контрабанда вывозили. Сейчас открыто вагонами, самолетами, да, а в 90-х годах через наш Татарстан вывозилась как офшорная территория, да, это с вагонами вывозились через Казахстан за границу наше золото. Представляете, вот наши предки работали, зарабатывали, накапливали, и все это за какие-то 3-4 года вывезли за границу. Дело в том, что у нас селенков пока маловато, мы эти наши ценности, наши ресурсы, богатства пока сегодня не можем вернуть. Ну, мы наберемся сил, мы все обратно заберем. Мы умный народ, русские, советские люди, мы умный народ, мы не обижаем никого, мы сами ни на кого не нападаем, мы мирный народ, мы мирным путем вот сейчас решаем нашу вот эту проблему, внешнее управление, да, с вашей помощью, уважаемые наши граждане Советского Союза, возможно, кто-то у нас тут новенькие люди слушают, да, все будет зависеть от вашей активности, насколько вы всерьез воспримете то, что мы сейчас вам говорим, да. Начинается реальная работа, хватит, мы уже 3 года шли лозунгами, да, пробуждали людей. Теперь у нас достаточно квалифицированных специалистов, которые помогут нам реализовать наши планы. Вот поэтому, уважаемые друзья, я сейчас не буду углубляться, что там политика, чего. Вот это вы в интернете можете самостоятельно изучать новости по политике, Украина и так далее. Я сейчас завершаю свое выступление и хочу благодарить тех, кто сегодня зашли на эту школу и сидят, слушают, да. Значит, у вас есть интересы, значит, вы что-то хотите менять в своей жизни, да. Помочь своему окружению, близким. Самое главное сейчас выступление Маннура Мирсаитовича – это человек, который практик, испытал на себе это, он показал результат в свое время, да, открывая кооперацию, знает не только на словах, человек на себе это проверил. Маннур Мирсаитович, мы вам верим, что вы сумеете организовать не только у нас в Татарстане, в РСФСР, и ваш опыт перенимать будут и союзные республики. На этом я завершаю. Спасибо за внимание. Фариза Васильевна, вам большое спасибо за вступление. Очень прекрасное вступление было. Очень приятно. Уважаемые коллеги, переходим по повестке дня. Третий вопрос. Я уже переставил местами это, потому что этот я не зря там связал политику с экономикой. Я начну вкратце сегодня, на ваше внимание, это вновь прибывшие, которые у нас в активе, они уже слышали уже, придется мне повторять этот еженедельно, наверное, эти слова-то повторно.
Поэтому вы меня не ругайте. Сейчас вот движение кооператив в наше время, почему это я созрел, программы разработали мы вместе с вами, с нашим активом. Это долго к этому шли. Поэтому, как вот сказал Ренат Рафикович, как сказала Феруза Васильевна, вот так дальше жить нельзя. При капиталистском строе нет будущих кооперативов. Это понятно почему. Потому что каждый привлекает кооператив в сегодняшнее время. То есть он деньги осваивает государственные из бюджета, это наши налоги. И мы это знают, налоги оплачиваем, знаю, что куда деньги уходят. В итоге полученная прибыль при наших кооперативах в сегодняшнее время уходит в карман ближе к руководству и главному бухгалтеру. Никто не думает про народ-то. Поэтому у нас программа «Социальные пути развития» называется. На первом месте личность, народ, государство. Это социальный путь развития. А сегодняшний день при капиталистском строе на первом месте государство, народ – это кооператив, потом личность. Поэтому мы взяли за основу личность – это каждый двор, каждый населенный пункт, каждый инвалид, офицер запаса, неважно. Народ взяли мы это кооперативное движение, товарищество, офицеров запаса. Любое движение, они будут в наших рядах. И последнее государство. Мы операторы, мы должны правильно распределять деньги, правильно, чтобы довести до производителей, в том числе до производителей, в том числе по предприятиям. Основная задача программы «Социальные пути развития» это задача программы разработана в наше время, потому что в сегодняшний день имеется у нас официально пока числится 20 миллионов бедных людей. Это бедные, что такие люди? Какие люди? Это сами понятно, живут на субсидиях, ждут 9 тысяч рублей, 10 тысяч, каждый год на 1000 рублей добавляется, на это невозможно. В итоге народ уже помирает. В глазах деревни исчезает, не исчезает, просто они отмирают на корню в деревне. Поэтому наша задача именно по этой программе нас будет поддерживать и государство. Главный путь развития нашей – это искоренить бедность до 2030 года, создать 10 миллионов рабочих мест. Вот, который сказал Ренат Рафикович, при Сталине это как было сделано, там 15 миллионов было, пока мы взяли за основу 10 миллионов рабочих мест, сократить бедность до 2030 года, в том числе создать 10 тысяч кооперативов, которые будут являться там пайщиками кооператива, это 10 миллионов рабочих мест. Это такая цифра, я иногда переживаю и боюсь за эти дела браться. Поэтому мы решили создать именно школу кооперативного обучения. Через школу кооперативного обучения мы будем привлекать всех людей, и пенсионеров, инвалидов, и слепых, неважно. Мы все народы СССР, поэтому нам не важно, мы не должны оставить людей в беде, поэтому люди должны жить достойно. Сейчас мы дойдем до этого, как это мы будем, в итоге будем приходить к этому знаменателю. Поэтому очень важный момент – это создать 10 миллионов рабочих мест. Это именно пайщики кооперативов. 10 тысяч кооперативов – это не менее. А если даже по 500 человек в кооперативах, это должно быть цифра подняться до 50 тысяч кооперативов. Это тоже, по-моему, реально туда входит РСФСР и СНГ. Сегодня с нами и Чечня слушает сегодняшний день, и, по-моему, Удмуртия, мне кажется, слушает. Чечня, по-моему, пока не смогла войти-то, потому что там вообще, вот даже, к примеру, в Чечне вообще кооператив нету, они даже не понимают, что такое кооператив, что такое личные товары, и живут. А у нас не такое. У нас народ трудолюбивый, особенно наш народ русский, в том числе русским имею в виду все там татары, украинцы, неважно. Поэтому сейчас мы должны возродить такое кооперативное движение, именно должна идти по пути социального развития. Сейчас мы дойдем до этого. Вот тут мы должны привлечь и трудоустроить молодежь, людей пожилого возраста, ветеранов, граждан с ограниченными возможностями. Это очень важный момент. Мы про это даже забываем, что такие люди у нас и среди нас есть. Это такие моменты.
Мы не должны забыть ни одного человека, мы должны всех привлечь в наши ряды, в наш актив. Наша задача к 30 году, мы должны в своих рядах иметь именно 10 миллионов активистов, которые будут являться гражданами именно СССР. У кого имеются паспорта СССР, пожалуйста, сегодня уже такие люди вот уже нашлись. Кто имеет справки СССР, мы такие люди только будем принимать свои кооперативы, свои ряды. Нам, которые нам никто не верит, эти люди нам не нужны. Мы должны взять в свои ряды кооператив, у кого идеал имеется строить социализм, народовластие, что достойно жил народ. Вот наш этот лозунг. Наш лозунг состоит кооператив из таких вот разделов-то. Потом мы будем переходить в другие повестки дня, по другим вторникам. Достойная зарплата. Наш лозунг кооперативов, кооперативное движение. Это мы потом отдельно будем. Просто вы кто новые записывайте. Достойные пенсии. Вот пенсии, зарплаты. Сегодняшний день на нас обманывают государство. Вы все это прекрасно знаете. Сегодня зарплата должна быть 280 тысяч рублей, не менее. И потолок предел 500 тысяч рублей, и в том числе до чиновников касается. Сами высокооплачиваемые сегодняшний день знаете. Достойные пенсии. Тоже мы как будем к этому, как мы это доведем, достойную пенсию при нашей кооперативном движении. Сегодняшний день пенсия должна быть не менее 144 тысячи рублей. Потолок 280 тысяч рублей. А мы получаем сегодня 14 тысяч средней пенсии. Поэтому опять надо обманывать наши, которые сидят, пятая колонна, сами знаете. Пятая колонна тоже мы потом отдельно будем по этой теме вам будет объяснять Фариза Васильевна, кто не понимает. Я пока не лезу в политику. Мое дело исполнительная власть. Я должен развивать исполнительную власть, то есть кооперативное движение. Главное, сегодня бесплатное образование мы должны иметь через наши кооперативы. Бесплатное жилье. Не должно быть слова ипотека. Это ипотека взята из капиталистического строя. Люди их посадили уже, весь молодежь сидит на ипотеке, потому что они могут уехать обратно из деревни. Из деревни почему уезжают, сами знаете. Им там интересно в городе, не знаю, куда им попадают, кабалу. Они их посадили уже на ипотеку жилья, на кредиты для получения автомобилей, построили мегастрои. Там им интересно, а в итоге-то они забывают своих родителей, которые там помирают тихонько в деревнях без работы, без ничего, нет будущего, нет идеала. Поэтому бесплатное жилье должно быть, обязательно должны строить для своих пайщиков. Бесплатная медицина. Мы не должны стоять на учетах. Нам не нужны куркоды. Мы должны искоренить вакцинацию, там, слово, болезнь-то. Которого сейчас проходим болезнь-то. Забыл, ладно, извиняюсь. Мы должны, это ведь государство берет на себя, все-таки мы должны брать на себя, это должны брать на себя именно кооперативное движение, мы с вами, личность и народ. Дешевой сельхозпродукции мы должны добиться, мы тоже это будем вам отдельно рассказывать в следующих повестках дня, по другим вторникам. Главное, как мы будем получать чистую экологическую сельхозпродукцию, без удобрений, на основании биогумуса, то есть без ГМО мы должны кушать. Мы сами знаете, что кушаем, ничего не знает. Рыбу едим с мышьяком, все знают, мышьяк там находится, ртуть, потому что нет отсутствия лаборатории, поэтому мы что даже едим, сами не знаем, куда идем, сами не знаем. Поэтому у нас и средний возраст уже уменьшается, уже люди не доживают, мужчины даже 60 лет, женщины даже 70 лет, поэтому мы это должны учитывать от и до. Изготовление продуктов именно без химических добавок, без пальмового масла, сои, пестицидов, гербицидов и других химических добавок, то есть без ГМО. Мы должны именно заниматься зерноводством, выращиванием мяса и другое, получить молоко. Именно без этого тогда нас будут уважать и к нам не придут новые люди. Продукты питания, вот, разработанные в соответствии с советскими рецептурами, по ГОСТу должна быть. Мы должны создать свои лаборатории при наших агропарках. И агропарки вам тоже кое-что объясню, что такое. Сегодняшний вот один пример.
уже даже вот сегодня показывают там, по телевизору показывали, уже в Алтайском крае уже свиньи уже забивает народ, держал, и они не могут сдать, реализовать свое мясо на рынках, потому что это связано как будто чума, а это просто придумано опять пятой колонны Запада. Никакой чумы нет, поэтому лишь бы народ гнил, это мясо он даже заходит там, да, этот, наши бандиты заходят там, противогазы, и тут укол делают, и убивают их не поросят. Даже ничего не спрашивают у народа. Такое не должно быть. Это беспредел называется. Для этого есть государство. Мы должны думать, как это развивать по линии животноводства, это свинину, как его довести до стола своим пайщикам и другим, без пайщиков даже можно взять. Главный в нашем кооперативе сегодняшний день, в новом привыкшем, создано уже 2 кооператива в Елабужском районе, один Алабуга Союз. Сегодняшний день создан Мензелинский у нас кооператив. Создан у нас кооператив «Гигант» в Нижекамском пригоросполкоме. Это умные люди Суворовы. Даже очень рад я, что они к нам пришли, поверили. Раз поверили, мы сейчас не должны спать, думать вместе с хором-то, потому что Госбанк уже начал работать, уже люди открывают счета, уже кто хочет там вложить, уже система начала работать, я туда, конечно, не лезу, там занимаются уже люди опытные, Любовь Михайловна наша, поэтому туда я не лезу, главный Советский банк создан и будет, уже работает. Вот такие уставы кооператива, движение наших кооперативов заложены такие фонды. Именно наша цель привлечь прибыль, тоже сегодняшний день по линии РФ привлекает прибыль, но в итоге она уходит в карман руководителю, главному бухгалтеру, это все прекрасно знают. А наша цель извлечь прибыль, только этот полученный прибыль разделить между пайщиками, чтобы было народу хорошо, чтобы он жил нормально, достойно, чтобы никто не уходил, чтобы с 8 лет приучить детей к труду. Для этого будем создавать школьные кооперативы. Будем создавать школьное лесничество по линии Министерства лесного хозяйства. Надо заговорить про это, знает уже наш министр лесного хозяйства, он сидит, тоже слушает. Ни мало в Татарстане мы должны создать 40 кооперативов, не меньше по линии лесного хозяйства, 40 кооперативов, именно, то есть школьное лесничество, это тоже кооператив. И школьные кооперативы при каждой школе, хотя бы не при каждой школе, хотя бы по районам 2-3 кооператива школьных, там не так просто же. Дети сами должны зарабатывать деньги на себя, на питание, на телефоны, они должны знать, как эти деньги, откуда приходят. Мы должны приучить именно через наши кооперативы, через наши движения. Вот такие фонды заложены в уставе кооператива из полученной прибыли. Это обязательно для всех представителей кооперативов, для всем это касается представителей СНТ, потому что они проходят, через них проходит регистрация кооператива, через Минюст, Ренат Рафикович. И я должен, как оператор, должен проверять, как руководитель проектов, каждый устав, каждый этот протокол. Потому что мы это без проверки, поэтому создали народный контроль сегодня для облегчения, для проверки, как проходят деньги там из банков, через кооперативы. Создана уже комиссия, думаю, наверное, наш председатель, думаю, народного контроля уже, наверное, уже издал приказ, думаю, туда должны войти наши люди, депутаты, в том числе ревизоры, потому что деньги у нас пока такие, банк-то работает, банк должен работать, наша задача, чтобы он не лопнул, вот поэтому-то и лимит, наверное, будет, наверное, ограничен для содержания и штатного расписания происполкомом. Поэтому председатель исполкома касается, именно кооперативы должны пополнять бюджет именно от получения прибыли 2, хотя бы 3% должны выделить для СНТ, чтобы они работали достойно, чтобы людей привлекали, чтобы сели в помещениях, чтобы платили за аренду, за свет, за электроэнергию, за связь, за машину шофером. Без этого тоже невозможно ездить по деревням. Поэтому такие вопросы у нас заложены, вот такие фонды. Пенсионный фонд от получения прибыли. Вот Суворова вообще меня даже удивили. Умные люди, вот не скажешь. Они говорят,
если мы помогаем производителям, тоже до этого дойдем. Если мы создаем свои агропарки для переработки своей сельхозпродукции, мы в любом случае получаем 40% не менее прибыль-то. Но суворо говорят господины, они говорят 80% можно достичь. Я тоже с ними согласен. Ну, пока берем 40%, можно получить прибыль с каждого вложенного рубля, который если будем получать через банки. Банки будут выделять именно деньги на основании бизнес-планов, которые разработаны кооперативом, при кооперативе с каждым членом кооператива. И мы должны на этом основании бизнес-планов разрабатывать уже бизнес-планы именно кооперативов, и именно мы должны деньги вернуть уже вовремя. Поэтому мы взяли быстровозвратные тоже бизнес-планы. Тоже до этого дойдем. Вот фонд образования написал, потому что фонд образования 7% это обязательно, потому что обучать надо будет наши люди в сегодняшний день. Вот даже сегодня один озвучил 100 комбайнер у Мутуллина, колбасника, Мамадышский район, где оттуда я родом. Там комбайнеры получают 117 тысяч рублей, комбайнеры. То есть он их обучил сам на свои деньги-то. И они вот довольны, 117 тысяч в месяц, ну, конечно, на 2 месяца всего сезон-то. Остальные, конечно, он платит просто зарплату 15 тысяч рублей, хотя человек ничего не делает, дома лежит. Все равно он ближе к нашей цели, это Мутуллин, получается, фонд образования, потому что обучать, если не будем, нас даже посадить за трактор, за сложный трактор, в том числе за комбайны, которые сейчас они сидят, роботы, в том числе доить молока, там все компьютеризация, роботы работают, корова доит. Поэтому мы без этого обучения, если смотреть на государство, мы никогда этому свое движение вперед не толкнем. Поэтому я взял за фонд образования, то есть мы взяли, опять скажу, там Нижнекамск не любит, когда якаешь, поэтому мы взяли фонд образования 7%, фонд страхования, это самая медицина 15%, мы должны именно, наши люди должны пройти 2 года, 2 раза, 3 раза в году медицинские осмотры, как положено, бесплатно, не как в наше время, в том числе томографию, легкие томографии, головы. Мы должны думать о здоровье своего общества, то есть для членов кооператива будем думать от и до. Вот итого 52% от полученной прибыли мы должны направлять именно на социальный путь развития нашим работникам, нашим людям, гражданам СССР, которые будут находиться в нашем составе кооперативов. Итого 52. И главное еще остается 48%. Фонд развития производства 14%, потому что оборудование изнашивается, мы должны делать ремонты, такие космические ремонты, капремонты, поэтому без фонда развития производства, будущее производство через 5 лет, она придет к нулю. Поэтому такие вот мы проценты вложили. Главный вот, пополнил уставный капитал кооперативного банка СССР 10%. Мы сейчас уже думаем, наверное, 10 тысяч даже кооператив создадим, хотя 1000 кооператив. Мы будем создавать свой банк. Банк будет называться всенародный. СССР-то, пока уберем слово всенародный банк, в итоге она будет работать именно на коллектив пайщиков, для наших кооперативов. Именно вот даже по номерам, если даже переслать деньги на пополнение капитала нашему банку всенародному, это триллионы рублей. Это можно создавать и больницы свои по регионам, и можно создавать школы, оздоровительные центры, вот базы отдыха, где надо, где в зависимости от людей, где что можно лечить. Поэтому санаторий можно построить. Поэтому вот все вопросы мы в этом уставе предусмотрели. Главный пополняем уставный капитал, это написал, 10% писали. Фонд взаимопомощи. Мы сегодня забыли даже день рождения, рождение ребенка, свадьбы, форс-мажорные обстоятельства, это пожары. Даже мы похороны, мы же даже своих людей уже не можем нормально на высшем уровне не можем провожать тот путь, куда мы все туда идем, дай бог, конечно, все. Но это на похороны 4%. Вот все это хозяйство на 4% будет составлять. Потому что даже вот один пример, у нас даже врач высшей категории Фирсова,
Вот они месяца назад умерли. Муж умер в обед с ковидом, тоже врач был. Жена умерла через 6 часов с ковидом. Дети живут в Аргентине, внуки куда-то уехали. Даже похоронить-то никого не было этих людей. Это они были еще уважаемые граждане города Елабуги, почетные, то есть граждане Елабуги. Даже никто просто на это похороны сделал на себя. Ладно, у нас такое еще есть махиевцы. Махиевцы. Вот они взяли на себя это похороны. Поэтому это вот такие дела должны взять на себя кооператив, даже вплоть до похорона 4%. Вот главное, откуда приходит в фонд дополнительной зарплаты для своих членов кооператива. Это как 13 зарплаты бывшие. Мы про это вообще забыли уже. Мы потому что и плохо работаем к сегодняшний день. Потому что раньше как работали? Мы знали, если хорошо работаем, без прогулок, без ничего. Если мы норму выполняем, мы всегда получаем 13 зарплату. Вот на эти дела мы, член кооператива, артели, там неважно, промышленные предприятия, то есть к нам войдут, мы 20% предусмотрели. Вот итого 48%, всего 100%. Главная работа кооперативного движения сегодняшний день – земля. Не зря говоря земля. Если какие будут вопросы по земле, мы будем формировать на повестку дня, будем вытаскивать такие вопросы. Главные госакты на вечное пользование через свои архивы, уходят связи, пожалуйста, добывайте. Это что такое? Это по завету Владимира Ильича Ленина. Сегодня земля принадлежит народу на вечное пользование. Все должны прекрасно знать. Пока Ленин лежит в мавзолее, он пока жив, поэтому его пользуются сегодняшние дни. Распродается земля, передается в аренду. Это вообще неправильно. Дай бог, 24 год придет, откроет заветы Ленина, завещание. Все равно возродится СССР. Это однозначно. И при этом земля будет переходить уже на вечное пользование народу, нам. Вот пока нам терпеть 3 года надо, и поэтому пока давайте работаем через госакты на вечное пользование. Где госакты, это знаете, что это земля народная уже, народная, в том числе нидеры, которые там качают, там нефть, это тоже переходит уже автоматически уже народу. Мы должны создавать свои муниципальные образования, где имеются госакты на вечное пользование. Вот на эти темы мы работаем, и будем работать и дальше, и кооператив должен работать, в том числе СНТ. То есть председатель исполкома это обязано, потому что есть примеры, уже ничем не занимаются наши председатели. Выборы прошли, давайте, пожалуйста, переходим уже хотя бы по таким вопросам работать-то. Вот что я хотел, вот какие кооперативы будем создавать. Кооперативы по сельскому хозяйству с привлечением каждого сельского товара, артели, КФХ, колхозов, кто желает работать на родной земле. Кооперативы по лесному хозяйству, уже сегодня мы думаем, уже создаем мартах по переработке неликвидной древесины, именно неликвидной, хорошей древесины не будем трогать. Сегодня у нас есть один хищник, Костоманов фирма, туристские фирмы, где там люди являются учредителями, наши большие люди. Сегодня они уже скоро, через 5 лет, 7 лет, у нас в лесу ничего не останется. Хороший лес, и экология уже нарушается при этом, и болезни оттуда переходят, и сельскохозяйственная культура низко выходит, выход урожая, только это из-за лесов. Мы леса хорошие не будем трогать. Наша задача один лес на корню убрал, 2 посадил, поэтому будем работать именно в связи с неклиффной древесиной, убираем, на этой древесине проводим мульчирование, и на этой земле мульчированной школьное единство проходит уже свою трудовую деятельность, начинает от посадки леса, выращивая лесных культур. В течение 5 лет, когда переводится под, называется Гослесфонд, через 5 лет, все это знают, лесники это, поэтому работа для каждого лесничества школьного работы будет. Это же такое мульчирование. Мы все пеньки, все деревья мульчируем, есть такие механизмы, и она на глубину 40 сантиметров выкидывает в почву. Это получает биогумус. В итоге лес растет хорошо, и ученикам работы есть, школьничеством. И поэтому мы создаем лесное хозяйство именно. Это лес мы должны будем перерабатывать именно мелкие древесины, конечно, не гнилое. Сучки мы будем на древесную муку перерабатывать. Древесная мука идет и на топливные пеллеты. Эти пеллеты топливные гранулы, все прекрасно, чтобы знали. А называется она на английском языке пеллеты. Поэтому
мы будем заниматься именно тоже по линии сельскохозяйства и по линии лесное хозяйство. Лесное хозяйство у нас лежит богатство под ногами, только уметь поднять надо, уметь надо перерабатывать, получить древесную муку. И там же мы хотим создать от древесной муки цеха по выпуску полимеров, по выпуску пороха. Ну, конечно, пороха нам, конечно, не дадут, но это можем поставлять в Нижний Новгород для оргсинтеза. Мы можем сорбент можно производить для нефтяной промышленности. Даже древесная мука идет, как добавка идет для животных, как добавка идет даже для человека. Поэтому все уже предусмотрено, уже работаем, места уже ищем, базу ищем, древесину изучаем, сколько имеется лесной фонд именно по ликвидной древесине. Поэтому тоже по этому направлению работаем. По кооперативу по легкой промышленности. Вот это ткачи, там портные, вот Ферзь Васильевна тоже там мечтает Нижнекамск открыть именно по легкой промышленности. Кооперативы по тяжелой промышленности, это, конечно, тяжелый вопрос, но можно работать и дальше. Кооперативы по строительству, кооперативы людей пожилого возраста, кооперативы военных отставки, создание молодежных кооперативов, создание школьных кооперативов, создание школьных единств по направлению лесного хозяйства. Тем самым охватываем все население страны, создать кооперативы по отраслям, можно создать союз кооперативов. Сегодня уже он создан пока на пространстве Елабужского района. Мы хотим создать, Рафович, пожалуйста, думай, сейчас по линии СНГ, сейчас тебя надо же переизбирать надо будет, чтобы ты отвечал за все эти дела-то. И при этом мы должны создать уже свой банк. Банк называется, будет, наверное, всенародный банк. Слово кооператив он так не нравится для меня, ну, всенародный банк, наверное, буду называть. И далее вводим эту компьютерную систему финансирования, уже легче уже работать, уже электронные деньги будут, свои уже оборот пускаем условно единицу УЕ, то есть это свои деньги можно уже между кооперативами. Вот поэтому сегодняшний день такие уже разработаны проекты по направлению сельскохозяйства, рыболовное хозяйство. Строительство вот при каждом районе, при 10 кооперативах не менее должно быть примерно строительство агропарка предусмотрено. Потому что без агропарка, прекрасно знаете, мы не получим никогда прибыль-то. Все эти наши производимые мясо, молоко, овощи производителями будут уходить налево-направо с посредником. Они при этом 25-30% зарабатывают. Мы должны оттуда их извлечь, убрать. Поэтому мы сами должны вывозить от производителей мясо, молока, овощи, невалы, там, валенки, варенье, смородина, неважно. Мы сами должны перерабатывать в своих агропарках. Агропарки должны быть торговые павильоны. Там должны быть свои сети магазинов, фермер со своими лабораториями. Лаборатории по рыбному хозяйству, лаборатории по молочному, лаборатории по мясному направлению и по овощам. Все должно быть, в том числе лаборатории по лесному хозяйству должно быть для определения древесной муки, того, что она разделяется на 3 сорта и на 9 групп. Поэтому очень много работы ожидает. Но это все возможно, это все у нас это было в нашей кооперативе. Я как первый кооператор в 88 годах, поэтому все это было. Тоже тогда извлекали прибыль. Итоги, почему лопнули, сами знаете. Тоже извлекали прибыль, на народ не работали, при этом уже начали крышевать и чиновники, и пошла война. В итоге это все дело лопнуло. Поэтому сегодняшний день я тоже являюсь председателем кооператива РФ. Тоже не работаю. Там всех выкидывают, всех подряд дают деньги-то через конкурсы своим. Кто там, сестра, брат, племянник. Вот для примера, в том году 3 газели должны были получить. 3 должны были получить наши фермеры, члены кооператива, субсидию. Не субсидию, это грант называется по-другому. По 5 миллионов рублей. Их кинули. Кооператив при этом должен были деньги выделить государство нашему кооперативу Лобовой Исток 3 газели. Итоги кинули, не дали. Из-за отсутствия бюджетных средств эти деньги куда-то пришли и ушли. Проверили, самого младшего инженера, там менеджера с работы выгнали, а те остались на своих стулах. Нашли крайнего молодого парня, взяли его, выкинули с работы. Вот все дела. Сегодняшний день 9 человек принимал на конкурсах члены кооператива.
ни один член кооператива ни один денег не получил. Поэтому не получили тоже. Другим районам дали по 9 человек, в нашем районе Лаврском ни одного человека нет. Видишь, тоже, если глава нормальный, если глава нормально таскает, кормит, значит, там и люди проходят. Где там глава не работает, там и все, нету. Поэтому такой подход к нашим у нас не будет. У нас будет именно, деньги будут распределяться, именно конкурсной комиссии тоже будет. Он состоит из народного контроля, в том числе из ревизоров. Поэтому у нас будет тоже строгий контроль. Ну, будет, если деньги мы будем доводить до производителей в деревнях, до каждого двора, у нас должна работать система товарообмен. Они обязуются поставлять товар, остальные делают кооперативы, но при этом мы не забываем, что кооперативы, каждый член кооператива имеет один голос в кооперативе, они уже имеют право, мы с ними должны рассчитаться через 2-3-1 день, сопоставление молоко, мясо, при этом они еще получают после переработанной сельхозпродукции наших агропарков, они еще получают добавленную стоимость, то есть прибыль. Поэтому вопрос такой. Строительство агропарка предусмотрено обязательно. Если агропарк не будет хотя бы на 10 кооперативов или там 5 или не менее в каждом районе, это без строительства агропарка дальнейшей судьбы движения кооперативов не будет. Строительство фирмы для молочно-мясного направления мы обязательно должны построить. Убойные цеха, вот я почему говорю, убойные цеха-то в деревнях в Алтайском крае показывали, сегодня же говорю, если был бы свой убойный цех, если там своя была лаборатория, если была система, была там вид врачей, такого мы не допускали бы, потому что через убойный цех все проходит, там чума, не чума, болезнь-то, поэтому мы это против все уже у нас предусмотрено. Мы за народ, человек должен заниматься, именно он должен производить в деревнях-то. А его дело реализовать, там, возить куда-то, клеймить, это не его проблема уже. Это берет на себя это кооператив. Строительство агропарк написал, строительство фирмы молочно-мясного направления, закладки яблоневых садов, выращивание овощей, строительство сети магазинов гастрономов, строительство овощно-хранилищной установки, ну там неважно, температуры, закупка необходимых сельхозтехники спецтранспорта, строительство теплиц у нас предусмотрено, потому что без теплицы не бывает выращивания овощей. Значит, и еще вот идем, вот именно сейчас дойдем до производителей, вопрос задавали из Мензелинска, как развивать именно дворы, личные дворы, сейчас называются они ЛПХ, в наше время мы будем говорить граждане СССР. Как они должны развивать-то? Значит, мы гражданам СССР такое присматриваем. Деньги предусматриваем уже заложены в бизнес-планах. 1 миллион 200 тысяч рублей именно на содержание 8 голов нетелей. Нетелей, сейчас я вам дам сравнение, какой РФ, какой у нас будет социальный путь развития нашей поддержки. При РФ дается 1 миллион рублей денег на поддержку, то есть дается 400 тысяч рублей дается на строительство мини-фирмы, человек должен сам построить. Вот попробуйте, если женщина без мужа, как он ее можно построить. У нас должна быть кооператив, своя строительная бригада или кооперативы строительные. Не зря я туда включил кооперативы. 400 тысяч рублей мы должны построить именно производителю, каждому двору, кто хочет заниматься молочным направлением, особенно молочное направление. 8 нетелей по линии РФТ. На 8 нетелей он обязуется в течение 5 лет содержать. При этом деньги выделяются на строительство мини-фирмы 400 тысяч рублей. И все. Вот в нынешнее время в Елабужском районе, по-моему, 9 или 10 такие ЛПХ, они участвовали в конкурсах. По-моему, тоже никто, по-моему, не прошел, мне кажется. Потому что заниматься никому. Работать неохота никому. Поэтому эти деньги, которые были, по-моему, выделены Елабужскому району, по-моему, тоже уже сгорели по линии РФ. У нас так не будет. У нас, если мы выделяем 1 миллион 200 тысяч рублей, это именно на строительство мини-фирмы 400 тысяч рублей мы выделяем. Выделяем за покупку нетелей бычков на 8 голов. Выделяем. Выделяем на покупку мини-трактора для удаления, там, для вывоза навоза, там, с полным комплектованием оборудования, чтобы человек, он вспахал
и сеял, и сено убрал, и, трактор должен быть полный комплектованный. Вот на эти дела мы должны, именно должны, в первую очередь, должны поддержать производителей на местах, в деревнях. Кто этим занимается? Бычки бычками, козы. На эти дела мы 1 200 000 вот, деньги вот уже управляющий Госбанк СССР уже про эти дела нас, думаю, да, Рафикович знает уже, 1 200 000 мы будем выделять именно на каждый двор. Да, каждый двор. Чем хочет человек заниматься? Маленький, другой или остальные уже не его забота. Его дело производить, наше дело кооперативы, забрать централизованно, перерабатывать, реализовать через свои магазины, получившие деньги из Госбанка СССР, вернуть, через 2 года вернуть, потому что это быстровозвратные деньги это получается у производителей. При этом мы должны из кооператива должны из дохода 4% выделить деньги, отчислять бюджет обязательно, потому что бюджет должен жить, это наши райисполкомы, наши министерства, и в том числе НДФЛ платит тоже Министерство финансов у нас тоже создано, к вашему сведению, пока возглавляет у нас Зинаида Павловна Ибрагимова. Поэтому вопросов очень много. Мы должны думать, как банк беречь, как деньги довести до производителей, при этом как вернуть деньги вовремя, чтобы он не лопнул-то. А когда мы встанем через 3 года, когда у нас будет много-много кооперативов создано, именно должно хватить, у нас в итоге будет свой банк-то. Свой банк, всенародный банк, как люди, это везде так, это принято на Западе, везде принято, в том числе в Китае принято, это не велосипед, не надо придумать, все это придумано. Вот, у меня вроде вот все так-то понятно, да, на сегодня? Да, все понятно. Вопросы будут? Есть вопрос. Манур Мирсатович, это Фаруза Васильевна, вопрос у меня. Что-то у меня голос плохо слышно, что-то. Меня слышно, да? Да, вот, я слушаю. Угу. В общем, у меня такой вопрос. Я тут, пока слушала вас, совсем размечталась. Вот вы говорили про водное хозяйство, по-моему, тоже, да, зацепили. Водное Какое? хозяйство, знаете? Угу. Рыбный? Не рыбное, а это водохозяйство. Вот эти озера, реки, они у нас обмелели, да? Да. Вот мне хочется, чтобы тоже в этом направлении нашли работу. У нас везде заросли, вот эти американский клен, везде, где только можно этот клен. Вот эти реки, они обмелели. Куда ушла вода, мы не знаем. Обмелели, и там водорослями покрывается. Везде грязь, никому не вы надо. знаете, куда вода ушла, знаете, да? Угу. Из-за непланомерного ведения лесного хозяйства. То есть лес убирается, вообще по-варварски ставится 1 000 000 кубов лес только на фирму Костроману, туркам-то, Елабужскую экономическую зону. Это очень много 1 000 000 кубов-то. Когда отмирает 1 000 000 кубов леса на корню, никто его не убирает. Вот мы этим будем заниматься. Леса надо, возродить надо именно на отмирающих лесах, где мы убирать будем-то. Если мы не поставим леса, у нас не будет будущее, и экология будет нарушена. Скоро мы ничего не увидим, ни родников все высыхать будут, потому что из-за того, что лес не сажаем. Мы, каждый кооператив должен сажать лес не менее 15 гектаров земли вокруг своих земель, вокруг своих домов-то. Еще мы про это тоже забываем-то. Вот я был как КФХ работал, как фермерское хозяйство. Я мало-мало 12 гектаров земли посадил вокруг пруда, между экономической зоной, между Елабугой-то. Мне за это заслуженный фермер дал, сам лично Минахан дал. Из-за того, что я лес посадил. Там, конечно, и помог-то и лесное хозяйство, Мәжит Загрич, вот, где он нас слушает, Шайхудинов-то. Только из-за этого он там подчеркнул. Умный человек должен думать-то, как этот лес восстанавливать-то. Можно вырубать, а никто не хочет восстанавливать-то. Потому что они вырубают по-хапному. И на эти леса, где убрали леса, там невозможно сажать, там пеньки. Поэтому мы придумали это туда, что мульчирование, эти механизмы такие, фреза.
который он пеньки подряд, все рубает на щепки и туда глубину закопает. При этом оставляем чистый поле с биогумусом-то. Вот на этих лесах-то, землях-то мы будем сажать нормальный лес. Лиственница, дуб, который она выделяет больше фитонцидов, чем другие, например, там клен, береза, это все дела-то. Мы это должны убрать. Мы вокруг и озер должны сажать-то. Вокруг реки Камы должны сажать. Это наша задача, наша кооперативов задача. Вот у меня все. Манур Мирсаитович, у меня самый главный вопрос, я вам не успела это задать. Будет ли у нас создан кооператив именно по очистке? Очистки. Вот я еду, когда в сторону Башкирии, да, я вижу река совсем обмелела, там вот это водоросли, камыш, вот это вот если чистить, да, река же восстановится. Вот очистные какие-то оборудования, наверное, есть они, да, у нас нет за границей. Можно будет начать эту работу у нас в Татарстане. Спасибо. И у нас она тоже есть. Пожалуйста, есть мини-земснаряды. Мы же тоже с Натальевичем уже про это думаем-то. Земснаряды, которые убирают камыши, которые водоросли, вот, все этот ил убирает на там. Есть такие. У нас никто не занимается. Министерство экологии должен заниматься в наше время. По линии РФТ. Никто не занимается. Ни лесное хозяйство не занимается этим делами-то. Ни Министерство экологии, потому что их разделили на два министерства. И они оба там только деньги-то, как хотят, туда-сюда отправляют. А на дело никто не работает. Только у них умеют как штрафовать. Лес зашел, штрафовали. Туда заехал на берег Камы, штрафовали. У них только вот на уме, как штрафовать людей, как людей погубить больше, чтобы нас мало осталось-то. Поэтому мы должны думать, да, кооперативы, наверное, будем создавать. Им нужны деньги бюджетные. Просто поддержать же надо таких кооперативов-то. На очистке дна-то деньги не заработаешь. Поэтому мы сейчас не по линии РФ, не по линии РСФСР уже не работаем. Поэтому будем думать. Для этого есть совет министров у нас. ТАССР создан во главе Ахметом Искутовичем. Пускай он думает, по линии РСФСР у нас человек наш находится зам председателя совета министров. Ишкинер Натафикович. Это их задача, большая задача это. Нам еще главный вопрос, как людей разбудить в деревнях, пока они еще не вымерли, не умерли-то вообще. Скоро еще 10 лет там у нас никто не останется в деревнях-то. Да, будем заниматься посадками леса, заниматься будем по линии экологии, по всем направлениям. Раз устав мы такие, даже если надо, мы можем же, устав тоже можем прикрепить, 2% выделить на экологию, примерно. Такие вопросы от нас будет зависеть, от народа. А народ это собрание решает, собрание пайщиков решает все эти вопросы. Для чего мы создаем кооперативы? Это должен быть народ решать-то. Народ, они от своей прибыли будут извлекать, туда отправлять на такие дела-то. Поэтому для чего создаем кооперативы? Там должна быть дисциплина на первом месте, самый главный. Остальные должна быть зеркальность, ежемесячно должно быть собрание, провести должен председатель. Ревкомиссия должна работать за хождение денег-то, в том числе народный контроль, в том числе и наши ревизоры, которые будут сидеть в штатах Министерства финансов. Поэтому вопросы вот такого характера. Если мы приходим к власти, мы должны думать кругом. Вот у меня такого. Я же пока же как куратор кооперативных движений. Я пока еще никто. Я вот так рассуждаю. У меня все. А можно мне сказать, Манур Мирсаитович? Давай, слушаю. Угу. Я вот по поводу вот этой идеи Файрузы Васимовны. На самом деле, эта идея очень важная и очень нужная. Вот. Мы на самом деле с Манур Мирсаитовичем уже думали над этим вопросом. Вот, мы как раз по линии РФ вот, хотели, значит, приобрести вот этот земснаряд, который очищает вот эти реки, вот эти пруды от камышей, от ила и так далее. Вот, есть специальные земснаряды. Вот, но, к сожалению, не получилось, а может быть и к счастью, не знаю. Но дело в том, что этот вопрос, он действительно на повестке дня у нас стоит остро и будет стоять.
Ведь все-таки очищая вот эти вот действительно пруды, луга, там, озера, скажем так, это сразу улучшаем экологию. Вот. То есть этот вопрос, он обязательно важен и обязательно нужен для нас, для всех. Вот. И какой-то будет действительно кооператив или бригада, я не знаю, как еще надо будет подумать, и уже создавать, ну, скажем, бригаду по очистке, скажем, озер. И очищать это все дела. Это, кстати, очень хорошая и нужная идея, которую обязательно нужно воплощать в жизнь. Еще, Манур Беситович, вы расскажите, пожалуйста, немного про Ростуризм, про туризм. Вот про Чеченскую республику, вот наши уважаемые вот присутствующие, будет, наверное, это им тоже интересно по линии Ростуризма. Вот, расскажите, пожалуйста, если вам не трудно. Нет, вот каждый кооператив должен заниматься сперва производством, и параллельно он должен развивать агротуризм. Это агротуризм по линии сельскохозяйства. По линии лесного хозяйства лесотуризм-то. В итоге получается, ну, если включаешь туризм. Что такое агротуризм-то? Вот она у нас на сегодняшний день действует, например, Гревская гора. Туда, кто приезжает, все, которые туристы на теплоходах, там, поездами, неважно, они именно туда, этот фермеры попадают, фермер их ждет уже с этими, как положено, блюдцами, то есть шак-шаком, всех встречает, он, конечно, это за деньги. Ростуризм это включает свою карту маршрутную, этот фермер это. Они там бывают в гостях, они там же все видят, как люди работают, как они там организовывают столы для молока, пельмени там, неважно, балиши. Но при этом они деньги большие тоже зарабатывают, это же фермеры. Но они при этом еще видят, что есть в деревнях, даже некоторые есть из городов, они даже корову не увидели. Как корова, как ходит, сколько там у нее ну такие еще есть люди очень много. Они козы даже не видели, гусей не видели. Они туда приезжают с детьми. И в итоге они получают на удовольствие. Деньги не жалко. Они еще там хорошо обедают. Парное молоко, парное мясо, как положено, балиши, гуси, что там заказывают. А в итоге он доволен, фермер, деньги заработал. Вот это называется Ростуризм. Мы на сегодняшний день работаем по линии Ростуризма с Чеченской Республикой. Сегодня у нас это является Чеченской Республикой, будет возглавлять нашу группу Ренат Рафикович Ишкинаев. Он уже там, уже проходит через кадры уже. Нас зовут уже туда в гости. Они хотят нам выделить, у них там есть в горах большое лечебное озеро. Туда вот, значит, и наши ребята, врачи, мои друзья, ездили. Очень больно хвалит там, 2-3 дня, говорят, всякие болезни, там позвоночники, все ноги. Все, говорит, проходит быстро. Они там уже место выделяют уже для строительства нашей базы к оперативному движению. Поэтому нас ждут везде, пока с объятием рук, особенно Чеченская Республика. Вот сегодня жаль, они не могли войти в наш чат. Я их вот ссылку отправлял. Говорю, там люди такие пока отсталые, что ли, не скажешь, как отсталые это. Поэтому им, конечно, помочь надо было. Не знаю почему, даже не могу понять. В следующий раз это замминистра по туризму, он должен был у нас участвовать, Али Усманович, его зовут, не мог участвовать. Ладно, это моя ошибка, может, хотя бы все отправлял и учил, как там создать телеграм-канал. Вроде бы у меня не получился. Ну, может, сам такой, может, еще неграмотный, может Анур быть, в этих вопросах. Мирсаитович, Анур Мирсаитович, тут заходил Али. Вот Али, вот он мне звонит. Он слушал, Я он говорю, слушал. слушал, Он да? слушал, да. Вот сейчас А, только он ладно. сначала почти слушал. Тогда ладно, хоть спасибо. Я думал, что это моя ошибка, моя вина. Вот по линии Ростуризма, особенно это на местах, это же вопрос такой, это дополнительный заработок нашему кооперативному движению.
Мы это не будем забывать-то. Мы сейчас в дальнейшем будем работать с Чечней, они к нам будут приезжать, мы к ним. Мы будем просто ездить не будем, мы будем ездить для лечения. И заодно гостеприимство их увидим, и заодно и будем отдыхать. Потому что сейчас, сами знаете, отдых какой дорогой-то вообще. Поэтому мы должны, это бесплатно, должны заложить наши уставы от получения прибыли именно направление тоже для отдыха. Вот и все у меня. Что смог, то ответил. Я тоже думаю, ты что такой грамотный, что ли? Леонид Рафикович. Да, Манур Миситович, я думаю, может быть, нашим вот сейчас, кто находится в чате, нашим коллегам, кто зашел, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы, пусть задают. И здесь есть... Давай-ка вот я сейчас так хочу организовать, вот эти вопросы. На сегодня, думаем, наверное, хватит, потому что люди устают после работы. Мы сейчас сегодня общее дело рассказали, общие наши планы, как куда двигаемся. Все вопросы, возникшие в их жизни, по созданию кооператива, по земле, по животноводству, еще раз повторяюсь, все вопросы будет комплектовать, формировать начальник штаба нашей, уважаемая женщина Ферая Исмаиловна Тукмакова. Телефон я озвучил. Поэтому вопросы давайте заранее будем готовить на другой вторник. И будем на эти вопросы отвечать. Переходим ты на ты. Или мастер-класс будем давать. Сегодня пока общее дело, общий вот, мы этот план рассказали, вновь прибывшим всем остальным-то тоже всем касается. А дальше уже будем вкратце, уже конкретно уже будем разговаривать, отвечать ты на ты. Это так называется наш цивилизованный разговор-то. Или мастер-класс будем давать минут 15, кто-то специалисты по животноводству. Илюс Куцуч Ахметов наш есть. По лесному хозяйству есть Мазиз Агреевич. Я найду отвечать людей, что на все вопросы. На личные дворы я буду отвечать, потому что я в деревне вырос, все знаю, это все тонкости деревенскую жизнь знаю. Поэтому будем отвечать, каждый специалист, каждой области. Ты будешь отвечать, Леонид Рафикович, по хозяйству, по экологии отвечать будешь ты. Вот, пожалуйста, все вопросы, каждому будет, время будет дано. Хорош. Манур Мисаидович. Слушаю вас, Марсель Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас слышать. Ага, очень приятно, я тоже рад. С работы пришел. Вот смотрите, мы в прошлом году затрагивали этот вопрос по очистке озер. И у нас это заложено в бюджете, вот эти очистные сооружения, озера чистить. Вот у нас еще вопрос вот такой возникал. У нас огороды понастроили возле озера, к озерам не подойти, не подступиться. Вот, заняли вот так вот. Вот этот вариант надо тоже как-то будет рассмотреть, чтобы побережье озер освободили от огородов. Это же не собственность, это должны пользоваться люди. Вот по берегу озера прокатиться, на лодке поплавать, рыб половить. А тут все огороды вокруг озера понастраивали. Вот с этим вопросом как-то мы очень в прошлом году затрагивали этот вопрос. И по очистке озер мы заказали, я вас повторяюсь, заказали, в бюджете заложено. Вот это больной вопрос в природе. Вы хорошо отметили. Вот как мы будем огороды двигать, от огороды. Марсель Ферзянович. Да, Марсель Ферзянович. Да, я слушаю. Марсель Ферзянович, вот знаете что? По линии закона РФ они должны располагаться не более 25 метров от озер-то, это дома, огорода. Ну, одно поймите, через 3 года, в 2024 году, завещание Ленина, которое он оставил на 100 лет, это завещание будет прочитаться всем народам граждан СССР. И по этому завещанию, я 100% уверен, земля будет переходить опять все земли, недра, на вечное пользование народу. Вот давай-ка это подождем-то. Тогда уже народ будет уже. Сегодняшний день, сами знаете, не победишь. Не так сказал, тебя арестуют. Не так сказал, закроют твои руки, увезут там в Черное озеро.
Давай подождем еще 3 года. Нам еще главное, еще надо движение надо создать, кооперативное движение. Чем больше масса людей, наши кооперативы, наша это мощь в будущем-то. Поэтому спасибо. Это вопрос все можно решать-то. Есть норматив, есть этот, не выполнил, все, оттуда убирайся. Земля уже народная уже будет. Поэтому вопрос такой. Вот я поэтому желаю сегодняшний день, кто участвовал в нашей школе, называется нас, всех поздравляю с первым днем начала школы. Я думаю, довел, думаю, до вас кое-что. Если не так, если сказал на татарском языке, извините, пожалуйста, потому что образование тоже у меня высшее, педагогический. Технический факультет кончил, диплом у меня уже 36 лет лежит в сейфе. Сегодня пришлось мне поднять свой диплом и начинать преподавать в школе в первом классе. Получается. Ну, сегодня получается в первом классе, начинаем тихонько обучаться. Всем спасибо, по-моему, спокойной ночи всем. До следующего вторника. Все прекрасно Илдус получилось. Кутузович. Манур Мирсаидович. Манур Слушаю, Мирсаидович, давай, слушаю. огромное спасибо за такой хороший учебный доклад. Я думаю, многие фермеры, если участвовали, тут поняли. Я вашу поддержку, вот сегодняшний этот скажу. Эти движения кооператоров и создание кооператив, он много фермеров сегодняшний день спасет. Вот сегодня пример, я только говорю. Сегодня ко мне подходит фермер. Дай 10 тух соломы, говорит, мне скотину кормить нечем. У меня 60 голов скота, говорит. Если кооператив был бы, друг друга, кормоотряды были, зерноуборочные отряды, все это кооператив в дальнейшем будет, все это нормально создаваться, таких случаев не будет. Потому что сельское хозяйство, вы прекрасно все понимаете, это очень рисковый бизнес. Это очень рисковый бизнес, он в основном зависит не только от человека, он почти 90% зависит от погодных условий. Поэтому вот вы правильны сегодня, я вас очень благодарен за такой доклад. Это очень большой помощь будет фермерам и ЛПХ. Все могут производить, вот вы на это ударение делали, это самое главное реализация. Производить можно, любой может производить. А куда реализовать? Куда что? Вот это кооперативное движение, это самый лучший вариант, и он нас на хороший путь выведет. Да, потом вы про все это говорили, какие деньги туда-сюда, уже туризм, будем говорить о чистке этих делах, эти уже в дальнейшем она пойдет. Сегодня, как вы сказали, спасать надо деревню, земли, пока там народ есть, их там оставить, там обучить и этот. Огромное вам спасибо за хороший доклад. И, как вы сказали, каждый мы по своей узкой специальности, вот, например, я много лет животноводом работал, и сегодня такой же, и каждый специалист есть, мы будем выступать по этим вопросам, которые будут поступать в течение вот этих видеочатах или этих появится, мы будем отвечать на эти вопросы. Тут никаких вопросов нет, Манур Мирсаидович. Спасибо огромное. Ильдус Кутузович, вам большое спасибо. Сейчас слово дадим-ка, напутственное слово нашей уважаемой Фаризе Васильевне Мустафиной. И, пожалуйста, закругляемся на сегодня, думаю. Вам слово. Да. Спасибо, Манур Мирсаидович. Замечательная была школа. Я прям в восторге. Знаете, я думаю, если вы разрешите, можно будет записи вот в Ютубе сохранять то ли с доступом, может, и закрытым доступом, чтобы могли наши люди, заинтересованные, эти ваши выступления еще в свободное время слушать. Не у всех, наверное, может быть, позволит время. Люди на нескольких работах работают, у них времени не хватает, быт их засасывает, и они забывают. Удобное время могут смотреть. Я буду загружать, но вот это вот то, что основное, о чем вы рассказали, перспективы, да, это конкретно уже прям по полочкам все разложили. Я думаю, нужно выкладывать в YouTube. Там тоже разная аудитория у нас. Люди грамотные, умные, они поймут и будут наблюдать за нами, и, возможно, они захотят то же самое повторить. Записи будут, я буду этим заниматься.
У меня все, спасибо. Спасибо вам, Фариза Васильевна, за прекрасные добрые слова. Просьба тоже, Ренат Рафикович, вам напутственное слово, пожалуйста, скажите, потому что вы обязаны это дела распространить. Гидей Рафикович, пожалуйста, сейчас завтра у вас, по-моему, большое совещание. Это дело надо, школу возобновить надо по всей территории РСФСР. Поэтому этот труд, знаете, мне одному человеку говорит ли, 10 миллионов человек будет там сидеть, слушать, все равно одинаковый час, и всем тоже так же. Чем больше людей, сами знаете, наша сила, наша мощь есть будущее. За нами справедливость для народа. Вам слово давай завершающее, вы человек сверху сидите, пожалуйста, не так, как надо, вам тоже последнее слово напутственное. Нашей школе, людям. Ага, спасибо большое. Да, действительно, сегодня первое такое школа кооператива прошел, чат очень такой плодотворный, действительно все разложено по полочкам. Хочу еще сказать, что я полностью поддерживаю программу, которая была составлена, так сказать, не за один год, всем нашим активам. Я желаю всем нам, всем гражданам, чтобы действительно вот эти вот поставленные цели, они воплотились в жизнь. А я, в свою очередь, там в Совете Министров, вот на совещаниях, тоже буду это озвучивать, тоже буду радоваться вместе с вами и, значит, делиться вот нашими вот этими планами уже на уровне РСФСР. Вот. И там также присутствуют и заместители председателей, и председатели, и много там людей, руководящего состава. Всех до них мы будем доводить эту информацию, пускай народ просыпается, видит, что есть люди, которые, значит, не просто словом, но еще и делом могут поднять нашу родную страну, экономику и дальше только двигаться, только вперед. Вот. Всем нам желаю я вот, успехов, вот, здоровья крепкого, значит, и благополучия. Спасибо вам огромное, а мы все вместе, я думаю, что с этим делом справимся и будем идти только вперед с поставленными задачами. Я думаю, что мы справимся. Спасибо огромное. Благодарю всех за участие. Вот, Фаруза Васимовна, как всегда, на высоте. Эльдус Кудучевич, Бекзур Рахмятсизга, Манур Мисайтович. Ну, в общем, всем, кто сегодня присутствовал в чате, выражаем огромную благодарность от всего, значит, Совета Министров РСФСР. Благодарим вас. Будем еще дальше встречаться. Спасибо, Манур Мисайтович. Вот тут вроде у меня пока все. Спасибо. Вам большое спасибо, Ренат Рафикович. Я желаю всем, кто присутствовал, кто не присутствовал, главное здоровья.